4 года вы уже являетесь депутатом Народного собрания, и хотелось бы, конечно, немножечко, чтобы вы поделились, скажем так, тайнами того, что это такое быть депутатом Народного собрания для нас, обывателей, обычных людей. Мне кажется, депутат в первую очередь ассоциируется с тем, что он занимается законотворческой деятельностью, то есть, по сути, вносит законодательные инициативы на рассмотрение парламента, ну, по крайней мере, выбирая, голосуя за определенного депутата на очередных, допустим, выборах, я ожидаю от своего депутата, что он именно этим будет заниматься. Я уверена, что многие именно так к этому относятся. И хотелось бы узнать, вот за эти 4 года, с какими конкретными законодательными инициативами вот вы связаны, ваше имя, могли бы вы об этом рассказать? Ну, прежде всего, добрый день. И, конечно, деятельность депутата – это прежде всего, конечно, наверное, огромная ответственность. Хрестоматийно, да, конечно, депутат должен заниматься законотворческой деятельностью, хотя там есть и контрольные функции, ну и, конечно же, взаимодействие с избирателями. Но в нашей действительности не только и не столько, наверное, законотворчеством занимается депутат, сколько приходится огромное время уделять еще и решению каких-то вот сложных бытовых ситуаций людей, да, там это и связанные вопросы с обустройством коммунально-хозяйственных каких-то дел, да, там в округе, ну, плюс обращение граждан. Что касается конкретно законотворческой деятельности, я являюсь членом 2 комитетов. Это комитет по государственно-правовой политике и, так скажем, в общих чертах комитет по образованию. В основном депутаты, конечно, формируют собственную повестку, вносят законодательные инициативы различного характера. Это могут быть и законы, отдельные новые законы, это и внесение изменений в действующие законы, да, и принятие различных постановлений, которые затрагивают, в принципе, все сферы жизнедеятельности общества. Ну, закон – это что? Это же живой организм, и он должен всегда соответствовать текущим требованиям, задачам, реалиям, в котором находится общество. Вот в рамках этих почти уже 4 лет удалось внести порядка 30 законодательных инициатив лично мне. В основном, конечно, это законодательные инициативы, которые, как мне кажется, они предполагают улучшение сфер, которые непосредственно отражаются на наших людях. Да? Но я в большей степени ориентирован, конечно, на вопросы образования, вопросы здравоохранения, ну и вопросы укрепления государственных институтов и деятельности этих, функционирования этих институтов. Вот был впервые разработан, с нуля написан закон, в пример приведу, закон о запрете ввоза и оборота вейпов на территории Республики Абхазия. Почему такая инициатива родилась? Потому что... Ну, вейпов, да, вы имеете в виду? Да, это вот электронные сигареты, курительные различные жидкости, которые крайне негативным образом сказываются на здоровье людей, в частности, на здоровье подрастающего поколения, это подростков, и, к сожалению, этим очень злоупотребляли школьники. Как вообще родилась эта идея? Вернусь опять, вот как-то в школу подъехал забирать детей, и смотрю, у одноклассника моей дочери вот эта вот штука в руках. Она была на тот момент в 6 классе. Я подхожу, спрашиваю, это же новое что-то вот было, особо не разбирался, где-то там слышал, что что-то такое существует, это что? Он так неловко как-то начал прятать, в итоге выяснилось, что это, оказывается, большая проблема у нас в обществе, и начали посылать, вот как в работе над этим законопроектом, разослал различные запросы, в том числе и в Минздрав, заключение которого однозначно говорила о максимальном вреде. Эти вот вейпы, они уничтожают полностью бронхиальную систему, вызывают различные иные патологии в организме, растущем организме ребенка. И вот коллеги поддержали, был принят этот закон. Кстати, могу, наверное, похвастаться, что после того, как в окончательном чтении этот закон у нас был принят, я читал комментарии
депутата Государственной Думы Российской Федерации, где он говорил о том, что нам надо, России надо идти по пути Абхазии и тоже вводить полный запрет на оборот и ввоз и продажу этих устройств. Помимо этого, конечно, было очень много законодательных инициатив в виде поправок в действующее законодательство, которое обеспечивает улучшение нормы и улучшение положения людей, которые сталкиваются с реализацией этих законов. Ну, в частности, если отметить, можно было бы, наверное, закон о Уголовный кодекс, где, если раньше 255-я статья предполагала уголовную ответственность за хищение, да, там крупный, особо крупный размер был указан там в размере 150 тысяч, да, но сегодня мы знаем, что хороший телефон, да, там, если кто-то по неосторожности, по глупости, да, совершил такой вот проступок, завладел чужим имуществом, а телефон сегодня стоит, там есть такие телефоны, которые стоят 150 тысяч, то по части 4 он получал высокий срок. Да. Сегодня мы внесли изменения, коллеги поддержали, и это уже не 150 тысяч, а 300 тысяч. Да, порог поднялся. В данный момент идет работа над объемным законом, новым законом, законом о государственной пошлине. Последний был принят в 2000, если не ошибаюсь, в 2010 году. С тех пор стоимость и денежной единицы изменилась, и инфляция совершенно другая, да, и вот возникла необходимость пересмотреть это все. Мы же нацелены на то, чтобы экономические, бюджетные возможности страны увеличивались. А за счет каких средств бюджет увеличивать? Есть ряд, да, сейчас не будем вдаваться в подробности, но это один из механизмов, благодаря которому мы бюджетные возможности нашей страны можем повышать, а следовательно повышать и социальную ответственность государства перед нашими гражданами. Вот. В плане тоже есть, конечно же, сейчас интенсифицировалась работа над законом об образовании. Это, я считаю, что это вообще краеугольный камень в жизнедеятельности нашего общества, потому что от качественного образования, а закон это база, помимо закона я предлагаю еще, конечно же, параллельно работать над концепцией развития национального образования. То есть закон это основа, да, но должна быть еще концепция. То есть понимание, да? Видение того, каким мы хотим видеть в будущем образованного человека, да, там, в нашей стране. И в чем суть этого нашего национального образования должна заключаться. Вот после поручений президента Кабинету министров, в частности, один большой блок был посвящен именно закону об образовании. Сейчас работа над ним, как я уже сказал, выше интенсифицировалась, потому что до этого был один проект принят в первом чтении, но он был недостаточно хорошо проработан. Потом создавались различные комиссии, которые выработали иные некоторые подходы и законодательные инициативы и видения в этой части. Мы столкнулись с ситуацией, когда на столе по большому счету появилось 3 проекта, и с каким работать парламенту не было определено, потому что в производстве один был, но он был признан, что недостаточно соответствует текущим требованиям образования. Новые готовились, но на какой стадии находятся, тоже пока особо известно не было. Но сейчас новый импульс этому всему был придан, и мы готовы, конечно же, взять это все в производство и работать. Простите, пожалуйста, я хотела бы, чтобы, допустим, будущие какие-то, об этом мы отдельно поговорим, о том, что, и у меня есть какие-то конкретные вопросы о том, какие законы еще должны быть обязательно разработаны и приняты парламентом. Об этом хотелось бы подробнее поговорить, но до этого есть еще один вопрос, связанный, как мне кажется, тоже с депутатской деятельностью. Он касается того, что мы знаем, что депутаты принимают непосредственное
активное участие и голосуют за назначение многих должностей, в том числе там и судей Верховного и арбитражного суда, и генерального прокурора, и председателя Нацбанка. В общем, этих должностей достаточно много. И часто я знаю, что у людей возникают вопросы, как... Конечно, вы не можете сказать за всех депутатов, я думаю, это понятно, но лично вы, какими вы принципами ориентируетесь, когда выбираете голосуете за того или иного кандидата? Да, действительно, как бы депутаты парламента уполномочены согласовывать вот кандидатуры, которые вы назвали, да, в том числе еще и там, уполномоченного по правам человека, председателя контрольной палаты, ну, ряд есть должностей, которые согласуются с парламентом. Во-первых, перед тем, как они попадут в парламент, они проходят определенную процедуру. Да, если вопрос касается судей, там, общей юрисдикции, Верховного суда, арбитражного суда, то там у них есть ККС, экзамен, то есть есть определенная процедура, и заключительный этап, в принципе, это парламент. Но зачастую, конечно, особенно если ты лично знаешь соискателя, да, есть какие-то родственные связи, ну, мы же все живем в этой реальности, будем объективны. В маленьком обществе. Сложно, да, или если вообще не знаешь человека, ну, прежде всего, конечно, погружаешься в биографию, вот личная, да, там я люблю погрузиться в биографию, руководствуюсь, наверное, все-таки принципами соответствия на соискаемую должность, да, опыт определенный, стаж работы, ключевые показатели эффективности на должности предыдущей. Ну и, конечно, человеческими качествами, да, ну, от этого никуда не денешься, а человеческие качества — это или личный опыт общения с этим человеком, да, может тебе позволить определенную картину этого человека нарисовать, ну или если ты личного контакта с ним не имеешь, если ты не знаком, то это, конечно, начинаешь там узнавать, спрашивать, интересоваться у людей, чье мнение для тебя, ну, является таким как бы показательным, да, к которому ты прислушиваешься и ценишь. Но зачастую действительно бывает крайне сложно сделать определяющий вот такой вот вывод. И тут, ну, две стороны, опять-таки, да, медали. Это вот как бы профессионально, где ты с холодным рассудком смотришь на конкретные цифры, на конкретные там удачи или успехи или неудачи в биографии, но и эмоциональная составляющая тоже, как бы, и тут сложнее, как бы, да. Но в любом случае, мне кажется, что те должности и те соискатели, которые утверждаются в парламенте, а парламент все-таки же это коллегиальный орган, да, и нас 35 человек, которые каждый делает практически то же самое, да, и в конечном счете человек, если ему наделяется такое доверие со стороны парламента, то он, значит, действительно максимально соответствует должности, на которой он является соискателем. Люди часто ругают законы и говорят, либо они не работают, либо это плохие законы. Но мне кажется, вопрос всегда лишь в усовершенствовании законов. Вот в этой связи что было принято, что делалось? Конечно, каждое новое что-то, оно всегда, наверное, на начальном этапе порождает некоторое сомнение, отторжение, может быть, даже в какой-то степени. Так называемые плохие законы, конечно, приходится с ними сталкиваться, но плохие, я в кавычки беру это слово, это те законы, наверное, которые не соответствуют заявленным целям. Зачастую, когда законопроект поступает уже на рассмотрение сессии, он собирает определенное количество заключений, да, ну, в зависимости от сферы его применения. И в этих заключениях часто говорится о том, противоречит ли он действующему законодательству, Конституции и достигнет ли он заявленных там ожиданий от этого закона. Бывали, конечно, в нашей практике, в моей личной практике, законы, которые вызывали бурную реакцию. Например? И в самом парламенте, и в обществе в целом. Ну, сейчас все мы знаем эти примеры. И в такой сложной ситуации, когда действительно мне сложно было самостоятельно принимать решения, я старался
консультироваться с избирателем. Ведь что такое вообще депутатская деятельность? Да? Немножко вот хрестоматийно вернемся. Депутат, опять, ну вот чисто академически, да, в системе разделения властей он наделен полномочиями от избирателей представлять их интересы в парламенте. Да? И вот когда я сталкивался с такой затруднительной ситуацией, а таких было несколько, просто просил жителей моего округа, да, там избирателей собраться, и мы вместе обсуждали тот или иной законопроект, по которому у меня были сомнения. Конечно, я говорил свое мнение, но вот ту обратную связь, которую получал, она убеждала меня в том, какое решение все-таки стоит принять. Может быть, это как-то громко немножко будет сказано, я уверен, что большинство депутатов так и делают, и в предыдущих созывах, и, надеюсь, так будет продолжаться и в будущих созывах. Да? Депутат ни в коем случае не должен терять связь со своими избирателями. Иногда кажется, что, может быть, нам избиратель не разбирается вот во всех тонкостях, да, процесса законотворчества или вот, конкретно по каким-то направлениям, но тем не менее у нас люди достаточно вовлечены и у них формируются мнения. А когда коллективно обсуждаешь, то всегда как бы одна голова хорошо, но когда их много, всегда это лучше и это помогает. И можно с уверенностью, там, не знаю, на 90, наверное, процентов сказать, что вот такие плохие законы не находили поддержку в парламенте, и на каком-то этапе вот принятия законопроекта они просто не набирали достаточного количества необходимых голосов или просто снимали с повестки из производства в парламенте. Я представляю себе, что часть работы вашей, НАР, также заключается в том, чтобы поддерживать связь с избирателями. То есть как это все происходит, в какой форме? Ну, большое количество поступает обращений и заявлений от граждан. И не только, кстати, избиратели, проживающие в конкретном избирательном моем округе, да, обращаются и с различных иных тоже округов, со всей Республики Абхазия. В основном, конечно, это люди обращаются, когда сталкиваются со сложными жизненными ситуациями. Да, и вот депутат, на их взгляд, это тот человек, который может ускорить положительное решение их сложной жизненной ситуации. Вот у меня за вот этот период, да, то, что я нахожусь в парламенте, было порядка 160 обращений. Это только ко мне. Вы представляете, какое количество обращений? Я не говорю о тех, которые обращаются напрямую там, в органы исполнительной власти. В основном, конечно, это вопросы, связанные со здравоохранением, с лечением, да, как маленьких детей, так и старших, более зрелых людей. Да, там это вопросы трудоустройства, это вопросы образования, университет, учеба, это материальная помощь, это огромный спектр вопросов, которые там и жилищные вопросы. Конечно, стараемся большую часть этих вопросов решать положительно. Но мы что делаем? У депутатов, к сожалению, нет собственного бюджета или собственного фонда парламентского, который может выделять денежные средства на решение вот этих всех сложностей, с которыми к нам обращаются. Мы соответствующим образом, конечно же, в установленном порядке обращаемся или в кабинет министров, или напрямую там в какое-то конкретное ведомство, Минздрав, Минобразование, просвещение, да, или в администрацию президента на имя президента. Вот из моих 160, там чуть больше, обращений обработаны практически все. И людям была оказана предметная помощь. С одной стороны, конечно же, это важное направление взаимодействия с избирателями. Вот я хотела об этом спросить. Да, мне кажется, ты не отрываешься от их проблем, от их сложностей, от их... Иногда это даже консультация может быть, да, людям просто нужно проконсультироваться, а иногда просто даже поговорить и выговориться, да, рассказать о своей проблеме. И эта связь, она очень важна, и она очень чувствительна, ее нужно сохранять, как бы я считаю. Вот у меня, например, была создана общественная приемная в округе, да, 1,5 года она просуществовала, но все равно как-то так по практике получилось, что люди или по телефону чаще обращаются и потом договариваются и говорят, мы к вам придем. Ты им говоришь, вот у меня приемные дни, там, вот я там буду находиться, чтобы вам на не округе. Да, на округе, да. Прям локально, чтобы вам не приходилось ехать там в город. Зачастую людям, особенно пожилого возраста, тяжело добираться до парламента.
Но нет, все равно вот почему-то вот в большей степени сюда хотят прийти на прием, и здесь ты с ними общаешься, встречаешься, стараешься найти пути решения их проблем. И вот 1,5 года просуществовала общественная приемная, ну, честно говоря, конечно, там это и финансовые затраты, потому что ты арендуешь помещение. И вот ввиду невостребованности особой вот там на месте, потому что люди сюда приезжают, как бы, но мы ее завершили, ее работу как бы там. Но тем не менее, да, вот эти люди обращаются. Вообще бывают даже, вот у меня был случай, когда на Пасху, перед Пасхой, люди позвонили и попросили вот лоток яиц купить им просто. Вот такие тоже бывают ситуации. И, конечно, вот я еще раз говорю, с одной стороны, вот эта связь с избирателем и вообще с населением, она важна, она ценна, но с другой стороны, ты понимаешь, что вот эти вопросы, по которым к тебе обращаются, в принципе, они должны решаться на каком-то другом на уровне. другом уровне, да. Потом, и тот человек, который к тебе приходит с этой проблемой, он до этого прошел определенное количество инстанций, и к тебе он уже приходит как вот, ну, последний адрес, который вот они считают, что может решить их проблему. Сейчас, кстати, наблюдается, что все-таки идет укрепление, усиление взаимодействия, да, там граждан, обращающихся за социальной поддержкой. И вот последний период, я смотрю, да, там, особенно после того, как мы вышли с каникул, да, там уже работаем практически 1,5 месяца, ну, число обращающихся сократилось. Если раньше там в месяц бывало, ну сейчас в среднем возьму до 30 человек, да, там с различными вопросами обращалось, вот за эти 1,5 месяца, ну, ко мне обратилось человек 12. Да, ну, хочется надеяться на то, что, во-первых, решаются более оперативно их вопросы, и вообще количество людей, которые нуждаются в поддержке и помощи, сокращается. Говоря немного о будущем, уже немного вы коснулись этого вопроса, говорили о законе об образовании, который, я думаю, что ждет все наше общество. Но хотелось бы, чтобы вы, может быть, немножко подробнее говорили бы и о других важных законодательных инициативах и идеях о них, вот, о которых, возможно, в будущем разработает это парламент, эти законы появятся. Какие, на ваш взгляд, действительно важны, над которыми сейчас стоило бы поработать? Да, действительно, мы немножко затронули эту тему. Вот в продолжении того разговора, конечно же, я еще раз подчеркиваю, что фундаментальным считаю принятие закона об образовании и в паре, в пакете с этим законом концепции развития национального образования, да, там, чтобы мы понимали, насколько идет процесс создания человека, если это можно так выразиться, да, вот успешно, и какой будет результат, каким мы будем видеть каждого ребенка, который будет выпускаться перед школой. Никому не секрет, что сегодня для того, чтобы поступить в хороший вуз, родители зачастую прибегают к помощи там, репетиторов по тем или иным предметам. Вот я вспоминаю свое, как бы, да, там, свою учебу в школе, но мы не ходили к репетиторам. Неужели на тот период система образования была достаточным? Конечно же, все развивается, да, и нужно соответствовать текущему моменту, текущим требованиям, задачам, да, и очень динамично мир меняется. Сегодня вот информационные технологии развиваются технологии, связанные с искусственным интеллектом, да. Мир естественный перекликается теперь с миром искусственным, и вот разобраться, особенно детям разобраться в том, что искусственно, а что естественно, становится все сложнее. Очень негативно отражается клиповое мышление у детей, когда они там, да, там смотрят эти ролики в телефонах на различных платформах. И вот это все, мне кажется, должно, помимо фундаментальных вещей, регулироваться и тем законом новый, который, я надеюсь, будет принят вместе с, как я уже говорил, концепцией развития национального образования. Там включены вопросы абхазского языка, сохранения развития, этнокультурные ценности, да, которые для нас важны. Они не говорят о том, что мы лучше кого-то или мы хуже кого-то, но эти традиционные ценности делают нас немного другими, как бы, да, и это очень важно сохранить и внедрить это вот в процесс воспитания человека. Помимо этого закона, конечно, сейчас
вы знаете, актуален вопрос реформирования вообще системы жизнедеятельности общества. В парламенте было принято решение, инициирована комиссия по реформированию системы устройства государства. Есть уже ряд результатов, которые предполагают, ну, можно сказать, такую концептуальную смену. И вот анализ и результатов работы этой комиссии, и анализ предполагаемых результатов в случае внедрения этих законодательных инициатив, а там нужно будет, это конституционные реформы предполагаются, и вот анализ результатов тоже очень важен, сейчас идет над этим работа. Я считаю, что, конечно, нужно, опять возвращаясь, да, к тому, что такое вообще законодательство, что такое конституция. Прежде всего, это не священное писание. В каком плане? Вот если в Библию, там, в Кораны, не знаю, в Тору и в какие-то такие фундаментальные религиозные, да, там Трактаты, да. трактаты вносить изменения нельзя, как бы, ну, их невозможно вносить, то в Конституцию. Мне кажется, что нужно ее немножко адаптировать к текущей ситуации. И в этом плане, учитывая определенный опыт, который прошло наше государство, да, и те требования и вызовы, которые стоят в будущем, необходимо, конечно, работать над вопросами реформирования Конституции, системы госуправления вообще в целом, да, посмотреть, что положительно сработало, что не сработало так, как предполагалось, что негативно повлияло. И вот эти вещи, ну вот это я говорю о тех фундаментальных вопросах. Конечно, текущая работа, внесение изменений в текущее законодательство, да, там вот мы говорили разные там вопросы обсуждали, в том числе и там систему налоговую, да, там, кстати, наш парламент принял очень много, может, сейчас не совсем корректно, как бы, да, там хвастаться, но действительно очень много было принято очень полезных законодательных инициатив, которые, может быть, или не совсем было замечено обществом, да, вот как законодательная инициатива, но тем не менее, как бы они положительно сказались на функционировании системы в целом, да. В том числе там и по налоговым упрощениям различным, да, ведь это тоже важная часть как бы динамичного развития общества, бизнеса в частности. Ну, для меня, опять-таки, я вот подчеркну, принципиальными вопросами являются это вопросы, связанные с социальной ответственностью государства, да, с развитием и со стабильностью системы госуправления в целом. Но вот это, можно ли я уточню про стабильность госуправления? Да? Вы имеете в виду вот эти идеи о том, что будет ли наша Абхазия республиканской или там Форма, вы говорите, парламентской? форме, да, Да, вы имеете в виду вот это? В том числе, да. Потому что этот вопрос действительно многих да, интересует. в том числе, конечно, это актуальная тема, это тема, которая сейчас активно обсуждается, и мне нравится вот этот общественный резонанс вокруг этой темы, да, реформирование, конституционное реформирование системы госуправления. То, что проходят слушания в общественной палате, на различных иных экспертных, да, там и специальных площадках, в университете обсуждается этот вопрос, это очень важно, потому что по результатам вот этого обсуждения формируется видение, направление, если можно сказать, такая определенная дорожная карта, по которой и нам, депутатам, легче будет потом принимать решения. Вот, да, есть различные предложения, да, кто-то считает, что нужно распределить максимально полномочий, да, там забрать часть законодательных полномочий у президента, перераспределить, да, там кто-то считает, что нужно это делать максимально как бы аккуратно, да, что-то можно передать в полномочия иным органам власти, но вообще в целом, на мой взгляд, да, система разделения властей должна эффективно работать только в том случае, когда каждая из этих ветвей власти у нас, да, там исполнительная, законодательная, судебная, будут максимально сильны, крепки и максимально независимы. И вот этот вот баланс ветвей, да, система сдержек и противовесов будет обеспечивать стабильность. А как в деталях, да, вот где-то что-то урезать, где-то что-то добавить, это уже вот такой, ну, рабочий процесс, над которым сейчас идет активное обдумывание этих всех предложений. Ну а если еще возвращаться и говорить, допустим, о каких-то еще законах, законодательных инициативах, которые вы считаете важными, помимо перечисленных?
Ну, любая законодательная инициатива, она, в принципе, по своей сути очень важна. Вот я могу сказать о тех идеях, которые мною сейчас разрабатываются. Буквально недавно я зарегистрировал и внес на рассмотрение парламента изменения в закон о туристской деятельности. Мы все даем себе отчет и понимаем, насколько туристическая отрасль важна для развития экономики и бюджетной состоятельности нашего государства. Да, это одна из основных статей дохода вообще бюджета. Но мы понимаем, что в процессе развития этой сферы необходимы какие-то нововведения и обновление действующего законодательства. Вот, на мой взгляд, я предложил две основные мысли в новое законодательство. Мы знаем, что сейчас заходят на территорию Абхазии крупные туроператорские компании. И многие отели с номерным фондом там 60+, предоставляют в жесткий, так называемый жесткий блок номерной фонд. То есть эти туроператоры выкупают полностью на весь сезон. И потом они уже сами устанавливают цену на турпродукт. На мой взгляд, немножко сокращает возможность мелких и крупных предпринимателей в этой сфере конкурировать с большими. И я, в частности, предлагаю ограничить возможность ательеров с номерным фондом более 60 номеров продавать полностью весь отель, все номера в жесткий блок, а ограничить на 70%, чтобы оставшиеся 30% они были конкурентными на рынке туриндустрии. Это первый вопрос. Второй вопрос, который я предлагаю, и основная мысль в этих поправках заключается в установлении нижнего предельного порога стоимости турпродукта, который должен будет высчитываться по анализу предыдущего туристического сезона Министерством по туризму, предлагаться на рассмотрение Кабинета министров и устанавливать, учитывая себестоимость турпродукта, минимальный порог стоимости турпродукта, чтобы не было, условно говоря, ситуации, когда путевка в Абхазию может стоить 89 рублей. Да, то есть, по сути, это забота о малом и среднем бизнесе, да, чтобы они тоже могли существовать в этой сфере. Конкурировать, да, и конкурировать, но и опять-таки это выбор и туристу тоже, и выбор, возможно, предоставление возможности поиска различных вариантов. В телеграм-канале вы ведете дневник депутата. Скажите, для чего он вам нужен? Да, спасибо за вопрос. Это форма обратной связи с избирателем. Возьмем ученический дневник. Да? Что это? Это взаимодействие ученика с учителем, получение оценок, да, там и обратная связь учителя с родителями. То же самое я предполагал и достичь ведением этого канала. Прежде всего, там говорится о моей ежедневной деятельности, в чем она заключается, и там есть система возможности оставить комментарий. То есть это уже оценка. С одной стороны, избиратель видит, чем я занимаюсь, это мое домашнее задание, да, там, если где-то что-то не нравится или нравится, какой-то комментарий хочется оставить, да, то этот канал предоставляет возможность там оставить этот комментарий, и это уже обратная связь получается со мной, да. Не всегда у избирателя есть возможность, да, там, приехать, поговорить лично, спросить, чем я занимаюсь. Конечно, я стараюсь видеться с избирателем как можно чаще, но бывают случаи, когда не в каждый двор заедешь, не в не каждую квартиру попадешь, но это такая форма обратной связи, просто чтобы не было ощущения у избирателя, что мы передали свои полномочия представлять наши интересы определенному человеку в парламенте, и он исчез, да, и мы не знаем, чем он занимается, какие у него результаты, какие у него там, может быть, и ошибки, потому что, все мы люди, это всем свойственно. А тут такая форма, тем более современные технологии дают такую возможность. Мы
Мы сейчас находимся на новом районе. Именно тут вы 4 года назад были избраны в округе номер 1 депутатом. Насколько я знаю, вы живете здесь со своей семьей. И мне кажется, что даже когда человек идет в депутаты, является кандидатом, а потом уже и становится депутатом, очень многие люди, жители района, где он был избран, связывают с ним как-то вот историю об улучшении хозяйственно-жилищных условий, всех вот этих. Вот с этим приходится сталкиваться. Да, конечно, часто приходится с этим сталкиваться. Мы вообще все, наверное, так устроены, что хотим облагораживать то место, где мы живем. Тем более было оказано такое большое доверие со стороны граждан, проживающих здесь. И в том числе, вот еще раз, да, вернусь к тому, что часто приходится сталкиваться с вопросами улучшения среды, в которой мы живем. Это и покрытие, ремонт подъездных дорог, придомовых территорий, это и инфраструктурные какие-то вещи, детские площадки, например, строительство. В этом году удалось привлечь в новый район более 10 миллионов рублей на решение вот этих задач. Да? Но есть и острые вопросы, конечно же, которые мы стараемся совместно и с местными властями, с руководством управы, и с городскими властями решать, да, там с администрацией города Сухум. Есть, где получается изыскивать средства из различных иных источников для решения вопросов. Но в основном это что? Это вопросы, связанные с улучшением и осушением подвальных помещений, потому что здесь были большие проблемы, и до сих пор в некоторых домах они сохраняются. Стараемся динамично, поэтапно это решать. Да? Это и вот парковые территории, да, их облагораживание. Вот я говорил уже о детских площадках, готовится к завершению строительства новых 5 объектов. Да, это 4 детские площадки, 1 воркаут-площадка, тренажеры. Постарались подобрать такие тренажеры, которые могли бы пользоваться как и младшее поколение, так и старшее поколение. Но это, соответственно, тоже благоприятно будет влиять и на качество здоровья людей. Да? Вот. Самая острая проблема на сегодняшний день, которую практически с трудом получается решать, за исключением некоторых случаев, это вопросы, связанные с лифтовым хозяйством. Есть дома... все еще много лифтов, то есть тут не так много лифтов, как есть дома, где вообще не работают лифты, есть дома, где они периодически выходят из строя, и если вот такие вопросы решаются, да, совместно с соответствующим управлением лифтового хозяйства, да, это ремонт, если там незначительные какие-то поломки произошли, эти вопросы решаются. Но вот замена нерабочих или установка новых лифтов, это сложная проблема. На сегодняшний день я вот буквально недавно направил соответствующее письмо в администрацию города с указанием конкретных адресов, где нужна полная замена лифтов или установка новых лифтов. Это порядка 16 домов, где нужно вот такой вот капитальный ремонт осуществить, да, капитальное решение. 16 домов, в которых еще 16 несколько лифтов. 16 лифтов. 16 новых лифтов. Да. Вот если говорить конкретно, да, 16 новых лифтов нужно сейчас нам здесь, чтобы решить проблему. Вот по улице, вот если быть еще предметнее, да, по улице Чалмаз, дом номер 5, там 2-й подъезд. Недавно мне звонили жители этого дома, живут вдвоем, одной пожилой женщине 90 лет, другой 86. И вы представляете, для них насколько сложно там проживать сегодня в условиях отсутствия лифта, да, они не могут уже долгие, уже 4 почти недели не могут спуститься там во двор элементарно посидеть, подышать свежим воздухом, да, элементарно даже мусор вынести, да, там если продукты соседи им приносят, как-то помогают, хлеб там поднимают, но вот просить даже элементарно кого-то выбросить за них мусор, сложно это бывает. Да? Вот такие есть вопросы. Есть, где проживают недееспособные, да? Есть, где проживают дети-инвалиды, которых нужно на различные процедуры водить, и это приходится на руках соседям, родителям, да, там, родственникам каждый раз пускать. Это правда, это вот самая острая проблема. Надеюсь, что в новом году будут изысканы возможности для решения и этих проблем. Конечно же, участвуют в этом и депутаты местных органов самоуправления. Здесь у нас на новом районе, именно в моем избирательном округе, 3 депутата муниципальных, да, они тоже очень активно вовлечены в эту работу. И вот
объединяя возможности, усилия и способности каждого, в том числе и при поддержке местных жителей. И это тоже очень отрадно, что они не абстрагируются, то есть они не делегируют тебе проблему, ты реши и все, нам нужен результат. Они сами стараются там, где они могут, принимать в этом участие. Инар, я хотела бы задать еще такой вам вопрос. Очень многие вот выражают часто такую точку зрения о том, что все-таки уровень ли это депутата Народного собрания заниматься какими-то, скажем, даже хозяйственными или инфраструктурными делами вот, округа, на котором он был избран. То есть есть такое мнение. Вот вы как к этому относитесь? Я понимаю ваш вопрос, и да, я это мнение тоже часто слышу, но опять, конечно, у депутата вот контрольная функция, она, наверное, заключается прежде всего в том, чтобы осуществлять контроль за исполнением тех законов, которые принимаются, но и ряда других вещей, да, и в том числе, ну, депутат не может жить в отрыве, на мой взгляд, в отрыве от людей, которые его избрали, и в отрыве от той территории, где он был избран, да, и поэтому, ну, тут депутат в помощь, наверное, если где-то там какие-то вопросы тяжело проходят процедуры там, принятия решений или какие-то происходят такие по объективным причинам задержки, депутат в помощь. Плюс у депутата иногда доступа к информации больше, да, и он знает, какую дверь открыть, куда постучаться, чтобы этот вопрос решился. Конечно, у депутата нету волшебной палочки, взмахнув которой можно было бы в одночасье решить все проблемы, но тем не менее, как бы каждый депутат старается быть полезен и в таких вопросах тоже. Но это, опять возвращаемся, да, это вопросы, связанные с жизнедеятельностью человека, конкретно отдельно взятого человека и общества в целом. Поэтому, ну, абстрагироваться полностью от этого категорически, мне кажется, было бы неправильно, но и заменять законотворческую деятельность исключительно деятельностью по решению коммунально-хозяйственных и инфраструктурных вопросов тоже неправильно, потому что ты, во-первых, этим сокращаешь то время, которое ты должен уделять там, разработкой и внедрением законов, ну и плюс подменяешь деятельность структур, которые на это прямым образом уполномочены.